В Госсовете усомнились в справедливости содержания табличек с названием улиц, которые сейчас присваиваются новостройкам на территории города Сыктывкара. Смущает республиканских депутатов размер шрифта на коми-языке и несоразмерный с ним на русском. Напомним, в соответствии с законом о госязыках, а их в коми-2, употребление обоих в данной ситуации должно быть в принципе, а вот о соразмерности ни слова. Удивила парламентариев и другая вытекающая проблема двух языков. Оказывается, не на всех домах имеются двуязычные таблички из-за трудностей перевода. Вот табличка возникла новая, красивая, дизайнерская на русском языке. Там проблема, вы говорите, или не проблема перевода ее на второй государственный язык Республики Коми. Друзья мои, это надо было сделать уже давным-давно. И закон о государственных языках в Республике Коми требовал это, чтобы эти таблички были уже и 10 лет тому назад. Поэтому это надо сделать. Это надо сделать. Ну, может быть, новые улицы. Где-то были, где-то нет. По размеру шрифтов на коми и русском мэр Сыктывкара обещала повысить их читабельность за счет наличия внутренней подсветки. В свою очередь Наталья Хозяинова пожаловалась депутатам на нехватку денежных средств на развитие города, предложив принять специальную программу поддержки столицы. На сегодняшний день, когда распределяются, например, республика распределяются гранты на те или иные мероприятия, для всех муниципалитетов одинаковые условия. И, как правило, всегда у нас звучит от Минфина ответ о том, что для всех одинаковые условия. Я соглашусь, что для всех, наверное, должны быть одинаковые условия, но если мы хотим выглядеть как столица Республики Коми, да, я думаю, что для нас не хочу обижать другие районы Республики Коми, но было бы неплохо предусмотреть отдельные меры поддержки. По оценке Хозяиновой, образовавшаяся проблема из-за развития инфраструктуры при неменяющемся бюджете. Такая ситуация, по ее наблюдениям, происходит в последние 3 года. К слову, в следующем году дефицит у столицы прогнозируется на уровне 19-го. Отчасти нагрузкой давят банковские кредиты. В этом году, кроме столицы, столь крайние меры по покрытию дефицита применил только Усинск.